Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах, амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Сегодня хотелось бы поговорить о дуа. Когда нас окружает зулим, притеснение, когда человек стонет от боли и не находит никакого утешения, когда глаза заполняются слезами от той жестокости, которую человек видит, ты должен понимать, что существует оружие, для которого нет преграды. И это стрела, которая выходит из твоего лука сразу, как только ты произносишь «О мой Господь». Когда твои грехи создают препятствия на твоем пути, создают препятствия между тобой и светом, когда твои грехи сковывают тебя от благих дел, когда сердце начинает покрываться ржавчиной, не забывай, что у тебя есть Господь, который прощает все грехи. И Он ждет, когда ты произнесешь «О Господь мой». Когда поднимаются высокие волны, когда поднимается сильный ветер, когда люди находятся в панике, когда проявляется слабость человека, тогда языки начинают произносить «О Господь». Когда ты находишь, что дороги закрыты, а двери нельзя открыть, когда ты просишь помощи, но не можешь найти тех, кто бы мог тебе помочь, знай то, что даже если все двери закрыты, есть дверь, которая никогда не закрывается, это двери небес. И ожидается через них твое, когда ты помолишь, когда ты попросишь и скажешь: «О мой Господь». Когда богатый начинает опираться на свое богатство, когда сильный опирается на свою силу, когда человек, имеющий положение, опирается на свое положение и власть, то верующий далек от этого. Он опирается на своего Господа, который никогда не исчезнет, который является сильной опорой, который готов всегда тебе помочь, который ждет, когда ты произнесешь: «О Господь мой». «Ман яф'алюль хайра ля ю'даму джаваизуху». Тот, кто совершает благие дела, тот всегда получит их награду. И то благое деяние, которое ты сделал ради Аллаха, оно никогда не исчезнет. Оно не пропадет просто так. И из наград, которые Аллах Субханаху ва Тааля дарует тебе посредством дуа, это то, что дуа занимает большое положение, высокое положение перед Аллахом. То, что дуа, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Лейса шей'ун акрама индаллахи та'аля минад дуа». Нету такой вещи, которая была бы более достойна перед Аллахом, чем дуа, которая имела бы более высокое положение, чем дуа. Причина этого в том, что дуа проявляет в человеке его человечность. Человек посредством дуа признает свою человечность, свою слабость, свое невежество. Он признает величие Аллаха, Его мощь, Его силу, Его возможности ответить на это дуа, Его возможности изменить
тебя и то, что вокруг тебя. И человек, когда обращается к Аллаху Субханаху ва Тааля, смиренно просит к Нему, просит Его, он признает это. Поэтому Аллах Субханаху ва Тааля все время ожидает от тебя, когда ты будешь просить Его. Как один из ученых сказал, я размышлял над тем, что является ключом всех благ. Каждый человек желает блага, счастья в этой жизни. Но что же является ключом всего этого? Что вбирает все блага в себя? И он сказал, я вспомнил пост, намаз, другие благочестивые дела, и понял, что это все находится под властью Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, если Он тебе дарует силу, если Он тебе дарует знания, если Он тебя наставит на этот путь, то ты это сможешь совершить. Однако, если Аллах Субханаху ва Тааля лишит, то никто не сможет тебе этого дать. И раз это находится во власти Аллаха, то надо просить Его, и Он даст. И получается так, что ключом всех благ является дуа. Поэтому не забываем хадис. Самым почетным, нету ничего более почетного перед Аллахом, чем дуа. Вторая награда, которую человек получает посредством дуа, это то, что двери Малика, двери царя открыты, а двери раба закрыты. И если человек, то есть двери Аллаха Субханаху ва Тааля, которые Он открывает перед тобой, они все время открыты. Однако, если ты хочешь обратиться к созданиям Аллаха в помощи, то они могут быть открытыми, могут быть закрытыми. И укажет на глупость человека, и будет глупостью, если человек будет оставлять обращение в открытые двери, пытаясь открыть двери закрытые. Он подобен верблюду, который умирает от жажды, неся воду на своем горбе. Он подобен верблюду, который, находясь в пустыне, умирает от жажды, а вода находится на его спине. И человек, который оставляет дуа, ищет пути решения своих проблем, прежде чем обратиться к Создателю, то он подобен этому верблюду. Когда есть перед ним решение всех проблем, он ищет решение в другом. И это второй подарок является то, что дуа, оно изменяет предопределение, как это сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То, как вода является причиной того, что земля оживает, то, что на ней начинают расти растения, как мы сейчас это наблюдаем, то, что щит, который несет воин, является защитой от стрел, то также дуа является причиной того, что Аллах Субханаху ва Тааля изменит твое предопределение. И это также является тем, что предопределил Аллах Субханаху ва Тааля. И поэтому в исламе правильным убеждением это является, когда человек связывает причину с тем, кто делает эту причину. То есть каждый человек должен
если чего-то хочет добиться, должен совершать причины и просить у Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля дал ему это. Приводится, что Нуруддин Махмуд Зенки был такой полководец. Он часто перед битвами давал садака, очень много садака нуждающимся, в особенности студентам, и просил, чтобы они сделали дуа за него, чтобы битва была удачной. И его начали порицать за это. И он сказал: клянусь Аллахом, поистине я надеюсь на победу посредством вот этих людей. Посредством того, что Аллах Тааля даст мне, потому что эти люди сделали дуа, потому что я делал благодеяние по отношению к ним, и они просили, и Аллах Субхану Тааля ответил. И я не буду порывать связи с ними, так как они народ, который воюет, в то время как я сплю на своей постели, и их стрелы никогда не ошибятся, то есть всегда попадают в цель, имея в виду про дуа. Также одно из подарков, который предоставляет тебе дуа, это то, что ты можешь просить все, что захочешь. Ибн Ата-Улла Сакандари говорит, и достаточно подарком для тебя по причине твоего поклонения является то, что Аллах Субханаху ва Тааля сделал тебя из тех, кто совершает это поклонение. И когда ты поднимаешь руки и обращаешься к Аллаху Субханаху ва Тааля, когда начинает твой язык произносить дуа, то знай, что Аллах тебе уже хочет даровать, так как Он тебе дал возможность сделать дуа. Значит, Он хочет тебе ответить. Значит, Он хочет тебя одарить. وَقَالَ رَبُّكُمُ уд'уни астаджиб лякум. И сказал ваш Господь: взывайте ко мне, и я отвечу вам. Взывай к Аллаху посредством твоего подчинения Ему, и Он ответит тебе наградой и положением. Взывай к Аллаху без небрежности, и Он ответит тебе без замедления. Не будь небрежен в дуа, и Аллах Субхану Тааля ответит тебе без замедления. Взывай к Аллаху, отрекайся от своих грехов, и Он одарит тебя своими милостями, и ответит, и одарит своими милостями. Взывай к Аллаху семенем поклонения, и Он ответит тебе тем, что отведет от тебя беду. Взывай к Аллаху вопросом, проси Его, и Он тебе окажет свою милость. Желание раба и то, что он нуждается, никогда не прекратятся. И если человек найдет крепкую опору в Аллахе, то все его желания, все его нужды будут исполнены. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Уд'у иля раббикум, аллази ида массака дур». Взывай твоему Господу, который, если тебя постигнет беда, и ты попросишь Его, то Он отведет от тебя эту беду. Взывай к тому, если ты заблудишься в пустыне, и попросишь Его о помощи,
Он тебя выведет из нее. Взывай кому, и если тебя постигнет засуха, и ты попросишь его, он ответит тебе проливным дождем. И знай то, что человек, которому было даровано дуа, открылись двери дуа, то ему также открылись двери ответа. И не прекратятся приходить тебе милости, если ты просишь своего Господа, но также и не облегчатся тебе твои нужды, если ты уповаешь только на самого себя. Дуа является одной из лучших поклонений. Афдалю ибада ад-дуа, самое лучшее поклонение — это дуа. Как Ибн аль-Каим говорит: я желал найти путь к Аллаху через поклонение, подчинение Ему. И через какую бы дверь я ни заходил, я увидел то, что там всегда есть какие-то трудности. И не всегда получалось совершать эти подчинения, эти поклонения. Однако я одну нашел дверь, говорит, в котором нет трудностей. И это дверь смирения перед Аллахом Субханаху ва Тааля, и дверь, в котором ты проявляешь свою нужду Аллаху Субханаху ва Тааля. И понял, говорит, что это является самой ближайшей дверью к Нему, самой ближайшей дверью, которая приведет меня к Нему. И нету в этой двери никаких трудностей. И я поставил свою ногу на порог этой двери, как вдруг Аллах Субханаху ва Тааля ввел меня через эту дверь. Также есть подарки, которые Аллах Субханаху ва Тааля одаривает посредством дуа, которые мы можем не видеть. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам и сказал: тот, кто взывает Аллаху, получит одно из трех. Или же ему будет отвечено, то есть Аллах Субхану Тааля ускорит ему ответ, или же и даст ему то, что он просил, или же отведет от него зло, подобное тому, чего он просил. Или же Аллах Субханаху ва Тааля дарует благо, другое благо, подобное тому, чего он просил. И поэтому, когда ты взываешь к Аллаху Субханаху ва Тааля и не видишь ответа, то ты должен вспомнить, что ты не видишь ту беду, которую Аллах Субханаху ва Тааля отвел от тебя посредством этого дуа. Подумай, какие награды ты получишь в судный день за то, что ты сделал дуа, даже за то, что тебе Аллах Субхану ва Тааля позволил просить Его. Будет ли что-либо из твоих поклонений так же тяжелы, как это дуа? Подумай о том, то есть Аллах Субхану Тааля посредством этого дуа заставляет иногда тебя задуматься. Тебе не приходит Аллах ответ, и ты задумываешься. А возможно, есть грехи, которые ты делаешь, и которые являются препятствием для этого дуа. Возможно, какой-то харам зашел в твою одежду, в твою еду, и Аллах Субхану Тааля призывает тебя над тем, чтобы ты задумался над этим. Возможно, Аллах Субханаху ва Тааля хочет, чтобы ты приблизился к Нему. Еще больше начал просить и приблизился к Нему. Возможно, Аллах Субханаху ва Тааля хочет услышать твой шепот в ночи.
и увидит твои слезы для того, чтобы стереть все твои грехи. Поэтому это вот эти подарки, которые Аллах Субханаху ва Тааля одаривает тем, кто делает дуа. Однако есть и наказание, если человек оставляет дуа. Одно из таких наказаний – это то, что Аллах Субханаху ва Тааля гневается, если его не просят. Как сказал об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах гневается на того, кто не просит его. Как в одном стихотворении сказано: «И не спрашивай людей то, в чем ты нуждаешься, а спроси того, чьи двери не закрыты. Поистине Аллах гневается, если ты не просишь Его, в то время как люди гневаются, когда ты просишь их». Если ты не просишь Аллаха Субханаху ва Тааля, то Аллах Субханаху ва Тааля оставляет тебя на самого себя. Но кто же ты такой? Сможешь ли ты вынести все вот эти тяжести этого мира? Сможешь ли ты достигнуть своих целей, если Аллах Субханаху ва Тааля лишит тебя этого? Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: «О Аллах, рахматака арджу, Твою милость я желаю. Фаля такильни или нафси тарфата айн, и не оставляй меня на самого себя даже на мгновение. Ва аслих ли ша'ни кулля, и исправь все мои дела. Ля иляха илля ант, нету Бога истинного, кроме тебя». Посмотрите, Адам пожелал вечности в раю посредством дерева, плода дерева, и был наказан тем, что был выведен из него. Также самый слабый человек, если человек не может поднять руки, не может обратиться к Аллаху Субханаху ва Тааля, то это самый слабый человек, как об этом упомянул пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва аджазун нас», самым слабым человеком является ман аджиза ани дуа, тот, кто не может делать дуа. Поэтому пускай Аллах Субханаху ва Тааля поможет нам, наставит нас на то, чтобы просить Его. Пускай Аллах Субханаху ва Тааля откроет перед нами двери дуа. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ля иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.